Судебная система Ингушетии отмечает сразу два юбилея. В этом году исполняется 100 лет со дня создания областного суда Ингушской автономной области и 30 лет со дня основания Верховного суда республики. Действующий состав и ветеранов поздравили представители федеральной судебной системы, региональной власти и общественности. Глава Ингушетии, выступая перед участниками торжественного мероприятия, отметил вклад судебной системы в становление республики и ее активное участие в реализации современных правовых стандартов. Махмуд Али Кариматов также подчеркнул важность развития правосудия для укрепления законности и защиты прав граждан. Из Магаса репортаж Мадины Джанхотовой. Отметить праздник по случаю столетия судебной системы и 30-летия Верховного суда республики приехали не только ветераны, но и гости из других регионов. Судьи северокавказских республик нашего региона. Мы общаемся часто, ездим друг к другу на мероприятия, посвященные судебной системе, достаточно часто. Я считаю, что это нормально. Это сплачивает, это помогает. Мы делимся опытом, помогаем друг другу. Хочу пожелать им больших успехов. Хочу, чтобы молодые судьи, которые только-только сегодня приходят в эту систему, чтобы они состоялись как профессионалы. После экскурсии по зданию Верховного суда участников мероприятия пригласили ознакомиться с экспозицией, рассказывающей об этапах становления судебной системы и судопроизводства Ингушетии, официальный отчет истории которой начинается с 1924 года, когда был учрежден Ингушский областной суд. Здесь представлены не только истории и фотографии тех, кто внес большой вклад в становление суда, но и информация о нынешней системе региона. Подробно об этапах становления судебной системы рассказывается в фильме, посвященном двум знаменательным датам. Это определение. Ингушская судебная система – ровесница республики. 1 августа 2024 года отметила столетний юбилей своей деятельности. Вековой юбилей – знаковое событие для судейского корпуса, отметил в приветственном слове председатель Верховного суда Ингушетии. Высший судебный орган был образован в 1994 году. За эти годы судебная система претерпела ряд изменений, кратно выросла нагрузка на суды, что говорит о высокой обращаемости и доверии общества к судебной системе. 30 лет – не просто дата в жизни Верховного суда республики, это важнейший этап в многолетнем труде предшественников, судей и работников аппарата, которые внесли неоценимый вклад в укрепление независимости и авторитета судебной власти. Поздравил юбиляров с праздниками глава региона. Он отметил, что создание Верховного суда стало важным шагом в развитии судебной власти. Ингушские судьи работали в сложнейших условиях политической нестабильности, экономических кризисов и криминальных вызовов, но это не помешало им достойно и самоотверженно выполнять свою миссию. Ваш труд требует высокого профессионализма, юридической эрудиции, моральной стойкости и человеколюбия. Вы определяете судьбу людей, степень реализации их конституционных свобод и укрепления веры, торжества закона. От всей души хочу поздравить вас с столетием судебной системы Республики Ингушетия и 30-летием Верховного суда. Махмуд Али Кариматов вручил государственные награды представителям судейского сообщества. Почетное звание «Заслуженный юрист республики» присвоено судьям Верховного суда Ингушетии. Ветеранам ведомства вручили юбилейные медали столетия ингушской государственности. Награждается Умаев Хасан Ахмедович. Ибрагим Фаргиев в свое время внес немалый вклад в развитие судебной системы региона. Сегодня он продолжает свою деятельность уже в качестве судьи Верховного суда Российской Федерации и поздравляет своих коллег с важными вехами. Он зачитал приветственный адрес от председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, а также вручил ведомственные награды Судебного департамента Верховного суда Российской Федерации действующим судьям Верховного суда Ингушетии. Для меня, как и для всех судей республики, это, конечно, историческое событие, очень знаковое событие. Судебная система Республики Ингушетия формировалась в сложных условиях, были разные этапы, но с честью всегда выполнял свой основной долг – это осуществление правосудия именем Российской Федерации. Я поздравляю судей, ветеранов судов с этими знаменательными событиями, желаю процветания дальнейшего судебной системы Республики Ингушетия в составе судебной системы страны. Также последовали награждения и поздравления в адрес юбиляров от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки. Аппарат полпредства выражает благодарность вам за значимый вклад в защиту конституционного строя Российской Федерации. Я желаю вам здоровья
и, конечно же, дальнейших профессиональных успехов на благо России. Все выступления чередовались художественными номерами в исполнении артистов Госфилармонии. Много добрых слов сотрудникам судебной системы адресовали гости мероприятия и ветераны судейского корпуса с пожеланиями успеха в их важной и ответственной службе. Мадина Джанхотова, Ахмед Исмурзиев, Тамила Жигова, Вести Ингушетия.